Добрый вечер. А теперь о главном. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев провел 24-25 марта в Ташкенте переговоры по границам с узбекским премьером Абдуллой Ариповым. Сразу после Ташиева в Ташкенте побывал и премьер Улукбек Марипов, который тоже встретился с Ариповым, а затем с президентом Шавкатом Мирзиёевым и принял участие в 9-м заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. По возвращению в Бишкек Ташиев заявил, что все вопросы границ решены. Кыргызско-узбекская граница решена полностью, на 100%. Эти нерешенные вопросы были очень тяжелыми, но мы рассмотрели и решили. После подписания этого протокола, уважаемые журналисты, на узбекско-кыргызской границе не осталось спорных участков. После государственного визита президента Садыра Джапарова в Ташкент 11-12 марта появились сообщения о том, что Узбекистан согласился передать гору Унгарту Кыргызстану, а взамен Кыргызстан откроет коридор к анклаву Сох, что затем было опровергнуто. Ташиев заявил, что никакого коридора в Сох не появляется, а гора Унгарту как была кыргызская, так таковой и остается. Гора Унгарту теперь полностью на нас записана. Также 25 гектаров на участке Карабелес. Ранее этот Карабелес был передан Узбекистану, но теперь мы его взяли назад. То есть Узбекистан вернул нам 25 гектаров. Эти территории перешли к нам за счет земель, которые остались под Ортотокойским водохранилищем. Ортотокой водохранилищесінің есебінен бізге өт. Многие водохранилища находятся на самой границе, и их водой пользуется Узбекистан. Однако они занимают территорию Кыргызстана, поэтому Узбекистан компенсирует Кыргызстану оставшиеся под водой земли. Это делалось и ранее, но не в полной мере. Теперь Кыргызстан получил дополнительные сотни гектаров земель. Кроме того, многие села на спорной территории в Алабокинском районе тоже отошли Кыргызстану. Гавасай деген участок бар. Есть участок Гавасай на границе Джалалабадской и Наманганской областей. По нему были тоже очень тяжелые переговоры. Нельзя сказать, что было легко. Легких переговоров вообще не бывает. После 2 дней обсуждения, после разных перипетий, мы получили здесь 8000 гектаров. Именно в этом Гавасае были перестрелки и несколько инцидентов. Теперь такого не будет. Ташиев сообщил, что в результате подписания в Ташкенте этого специального протокола на узбекско-кыргызской границе теперь не осталось никаких спорных участков. Поэтому уже в принципе невозможно передача каких-либо территорий от одной стороны к другой. Отныне возможен только паритетный обмен. На вопрос, как все это объяснить местному населению, чтобы не было инцидентов, Ташиев ответил, что недовольства быть не должно. Отныне не будет никаких передач земель. Теперь только будет обмен, взаимообмен. Теперь уже передачи земель, взаимоуступов таких не бывает и не будет. Теперь только взаимообмен будет. Местное население со стороны Кыргызстана никоим образом не может быть недовольным оставаться. Почему? Да потому что все населенные пункты спорные, все населенные территории спорные. Мы описали на крымскую сторону. Делегации сторон на переговорах возглавляли глава ГКНБ и премьер-министр, а подписание протокола по границам стало возможным благодаря достигнутому принципиальному согласию между двумя президентами. Тогда в Ташкенте стороны договорились, что все вопросы должны быть решены в течение 3 месяцев. И Ташиев сообщил в пятницу, что соответствующие службы должны успеть оформить все документы именно в этот срок. Никаких проигравших или выигравших сторон не бывает. Нету таких. Это достигло в результате встреч наших уважаемых президентов Садыра Ходжаевича Джапарова и Шавката Мирамоновича Мирзиёева во время визита нашего президента в Ташкент. Они достигли данной договоренности. Мы, как правительственная делегация, данный вопрос отрегулировали.
Если все это действительно будет реализовано, и пограничные вопросы с Таджикистаном тоже будет решать намного легче. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран Аев. Всего вам хорошего и до свидания.